Так, ну что, вот море. Сегодня Москве 8, 7. Набережная Русской, профессорский уголок. Тепло, хорошо. Море прогрелось уже, 20 градусов было. Сейчас в районе аквапарка. Смотрите, какие тут цветы растут. Интересно. Кстати, асфальтик положили новый. Прикольно, да, вот эти вот сосны. Смотреть на них. Как-то не называются. Их привезли, специально посадили сюда. Вечер. А тут аквапарк. Какая цена посещения. Музыкант играет на скрипке. Глянуть. Это Эйнштейн. Памятник Эйнштейну. Посмотрите. Так, вот когда были, не помню. Так. Взрослый 2500 с 10 до 17, да? 2300 с 13 до 17 и с 15 до 17 2000. Детский до 1,5 метра, 1,80 м. Ничего себе цены стали какие. Короче, 2500. 2300. Ого, цены-то скакнули-то конкретно, я бы сказал. Вивальди. А, это играет «Времена года», да? На скрипке. Тачки такие крутые ездят. Поле, одни вещи обычно привлекают внимание. Так, два человека смотрят. Ура! Вот тут пляж. Тут галька вперемешку с этим. Гравий насыпали и ходить очень неудобно. Надо тапки специальные. Пляжные. Можно было хоть как-то передвигаться, то прямо в ноги впивается этот гравий. Ну, сложно, так сказать, если вы не йог, то вам сложно ногами шевелить. Приходится так с болями, с болью такой. Не знаю, как люди ходят, но вот этот гравий не обкатан, это, конечно, очень неудобно. Так, вот смотрите, у нас что получается. Это аквапарк, миндальная роща здесь находится за этими деревьями. Ну, люди уже разошлись. Тут кто-то сидит. А тут, вот тут, смотрите, скамейки специально сделаны. Такие машинки ездят. Электромобили называются. Вот тут сидят. Прикольно, да? Так, а мы сейчас с вами, вот тут гонконгские вафли есть. Короче, цена от 400
25 где-то, от 400 до 585 рублей. Так, ну мы туда не пойдем. Мы сейчас вот сюда пойдем. Так, ну, тут где отель Рай. Вот сюда вот наверх. Вот дорожка есть. Секретная тропа, так называемая. Кто-то знает, кто-то не знает про нее. Сейчас по ней поднимемся. Там вид будет красивый. Ну, как бы высоту там метров 80, что ли, 60 примерно. Так вот. Там наверху есть санатории какие-то. И вот мимо них мы пойдем. Еще мозаика такая советская. Интересно, да? Ходить вот по таким препятствиям, это надо иметь немножко мышечную массу, мышцы, сказал. Тренированные мышцы. Кстати, тут вот проходим с левой стороны, у нас аквапарк. Он до 17 часов работает, а сейчас уже время у нас 7:42. О, кто-то кошки оставил. Вот он, можно наблюдать его. Фу. Фу. Вот эти вот горки. Это ходить вот, это замечательно. У кого там живот, бока чрезмерные. Это очень полезно. Это фитнес такой своеобразный. А если еще и жара, в жару подниматься по этой тропке. На высоту сколько там, 60 или 80 метров. Самое то. Один лайк туда мне поставил даже. Замечательно. Тут, кстати, миндальная роща называется. Миндаль растет. Так вот. Жир сжигать у себя. Излишки жира. Если у вас есть, заодно кардиомышцу тренировать, чтобы сердце работало уверенно. Ой, какие-то яблоки там растут. Ну вот тут аквапарк, короче. Мы его прошли. Хорошо. Так, тут теперь вот дорога есть. Вот сюда дорога есть. Потом вот сюда дорога есть. Уже море показывается. Здесь крутые апартаменты. А здесь вот виллы. Шмелы. Вот тут вот отдыхают. Люди с хорошими кошельками тугими. Ну и дальше идем вот мы по этой тропе. Замечательно. Замечательно идем. Так, 2 человечка, да, там есть, кто смотрит. Фу-фу-фу-фу.
какой-то, я не понял. Юмора. Понял, теперь я понял. Сейчас, кстати, вечером вообще по кайфу ходить. Не жарко, так тепло, не холодно, не жарко. Солнце не пекет, не сжигает. Кстати, видали, какая тропа? Кстати, очень не рекомендуется на солнце быть, потому что радиация повышенная, вспышки, на солнце протуберанцев, излишняя радиация от этого. И, возможно, ожоги, тепловые удары, все, что с этим связано. Вот, виллы. О, чуть не грохнулся. Вот они виллы. Чуть выше забрались. Можете по карте посмотреть. Вот там вот внизу Валушты. Там. И вот за ними прямо виллы. Можете снять виллу себе и жить. Не слышно. А можно было так и не есть, если я не ем, поесть другого и есть. Тут приходится есть всего. Так вот посюда лучше идти, да? Так вот, трубка уже не обновлялась давно. С выбоинами. О, хорошо. Ну, так вот тут как бы дорога не центральная, поэтому, видать, за ней особо и не смотрят. Еще немножко. Еще чуть-чуть. И, по-моему, мы с вами уже заберемся вон туда. Так, отсюда, видать, море. Уже, по-моему, вот этого забора тут не было. Он недавно поставлен. Точно. Недавно. Он проглядывает аквапарк отсюда. Сверху. Там люди ходят наверху. Так, если не торопясь идти, в принципе, можно много сил не тратить, потихонечку подняться. Зато у нас будет красивый вид. Они кроме забора этого еще вот такую вот натянули. Что, ткань какая-то или чего-то. Еще ткань, чтобы не смотрели, видать. Что-то тут будут делать, видать. Что ли? Для чего они вот сделали это? Смотрите, сколько мы с вами прошли уже. Раньше тут ходили и был хороший пейзаж, а сейчас вот этой какой-то тканью затянули и ничего не видно. Идешь как в какой-то этой коридоре каком-то. Так. Смотрите, вот видите, да? Там гора просвечивается. На горизонте 3 человека смотрят. Замечательно. Специально для вас показываю вот что.
Хотел с высоты показать, а тут, видите, что, забор сделали и еще сетку какую-то натянули. Темную. Нифига не видно. Поэтому... Ладно, идем вверх. Господи, что за люди? Дикари. Орут так истошно. Вот такие вот ступеньки здесь. Так, немножко постоять, передохнуть. Дышаться, чтобы еще чуть-чуть. Ну, тут уже, в принципе, основную часть прошли. Поэтому еще немножко осталось на подъем. Ну, да, народу тут довольно много ходит. Вперед. Ой, меня прямо заносит куда-то на бок. Качает. А? О, тут, смотрите, вот тут есть возможность посмотреть на море. О, слава. Рухнул этот. Смотрите. Вот море черное. Это город Алушта. Внизу аквапарк, видимо, виллы. Вот. А мы дальше поднимаемся. О, катер едет. Сейчас я катер приближу. Ладно. Так. Так, прямо заносит. Так. Еще немножко, еще чуть-чуть. Смотрите. Красота. Просто красотень. Интересно, забор с этой стороны идет. Видать, это территория чья-то. И тут будет какая-то застройка, раз они так все сделали тщательно. О. Вот там что-то, что это? Это лодка плывет, да? А вдалеке какие-то лодки или что это на море там? Красота. Че это огородили ее? Для чего? Камушки кто-то ложит. Заборчик, конечно, местами попадал. Поэтому тут в темное время суток надо осторожненько идти. О, все в принципе. Вот здесь вот. Вау. Das ist fantastisch. Как красиво. Смотрите, когда я еще вам постримлю такие красоты. Если бы не люди там внизу, которые матерятся, было бы вообще идеально. Так. Когда-то мы ходили этой тропой.
4 раза в день. Наверх, вниз. Ну, сейчас просто как экскурсия. Добрый. На набережную улицу Да, выйдем? конечно, До да. конца, да? До Это вот конца. он и есть вход, Вдоль аквапарка, да? Выйдете, а? Ага. Угу. О, вышли. Все. О, красотень. А, вот тут видно. Смотрите, дома какие-то строят. Вот. Дома строят, видите, да? Тут один, второй, видать, тут что-то будут типа коттеджи, что-то такого плана. Территорию, короче. Ну, скоро в Алуште вообще свободного куска не будет. Земли. Фу. Если такими темпами тут идет застройка активно, кварталами строят, кварталами, то за ближайшие годы все тут, ну, лет за 10 точно все расхватают, ну, в самом городе. Климат, говорят, хороший, тут какой-то коктейль воздушный, типа морской воздух от с моря смешивается с горным воздухом и создается вот такой очень благоприятный коктейль воздушный, которым очень полезно дышать. Вот эти люди, которые страдают бронхолегочными заболеваниями, всякими. Внизу аквапарк видно, да? Бронхолегочными. Луна, кстати, видна уже. Почти полная. Ну, бронхолегочными и так далее. Вот тут полезный. Детский отдых тоже. Тут благоприятен. Такой не супер жарко тут. И в то же время тепло. Так. Наверное, вот сюда надо, да, идти. Я уже немножко подзабыл. И тут раньше мы вон в ту сторону проходили. Там был проход, а сейчас там закрыто. Ну, времена меняются, естественно. Поэтому и дороги тоже меняются. Пойдем посюда. Два человека смотрят. Вот самые стойкие. Пролайкуйте. Пролайкуйте. Тут был пансионат «Дружба». О, котик лежит. Котик. Сейчас. Видите, киса. Киса, ты че такая будешь? Черно-белый. Черно-белый кот. Фу, отель «Сказка» вот там вот. Ну вот, смотрите, вот вы, допустим, берете, да, отель, да, какой-то, ну, размещение какое-то, не обязательно отель, там, что угодно. Жилье, короче, берете, и там пишут вам 100 метров от моря, типа, или 200 метров от моря, да. Но это по прямой, да, как бы. А еще надо учитывать рельеф, что придется, может быть, в горку тащиться. И горка причем крутая такая вот. Поэтому не все могут преодолевать. А вот если по этой дороге пойти, там можно выйти прямо в центр Алушты. Как она называется, я уже забыл. Вот ее заасфальтировали, была она никакая. И сейчас тут такая красивая асфальт такой. О. Вот, кстати, новые дома здесь. Апартаменты всякие. Понастроили целую кучу.
Вот он. Еще советский, помню, тут санаторий. Дружба, так называемый. Не знаю, вот за вас, но лично я этот год посидела дома. А когда летела раз в неделю, учитывая короткую прогулку, там на лавочке, Вот он. Его подремонтировали снаружи, внутри. Плиточкой, как любят у нас, обделали. Ну, раньше можно было тут, в принципе, отдыхать. Мы и отдыхали когда-то. О, квартиры тут, что ли? Краснофлотская, 9. Вот смотрите, как он резко в гору едет. Что тут, смотрите, тут тротуаров нету, да? И вам надо осторожно идти по обочине. Ну, не дай бог, еще какой-нибудь встречный транспорт будет ехать. Вот. Да, вот так потихоньку, если каждый день ходить в горку, то за недели 3 отдыха можно вообще поправить здоровье, вообще идеально. Вообще идеально, и будет у вас суперовское здоровье. Так, 27 минут стрим. О, видите, сверху мчится. Мчится. Поэтому тут, когда вы идете по обочине дороги, да, тут надо глаз держать востро, потому что может машина вот из-за угла вынырнуть. И все. Так, вот эти новые дома. Сейчас мы поближе к ним подойдем. Так. А здесь вот этот же филиал «Дружба» санаторий. Ну, уже ведомственный ремонт сделали. Вон еще кошка лежит. Серый кот. Кто-то сзади едет. Едет. Ну, считайте, мы поднялись на самую высокую точку. Хорошо. Чувствую, как же прямо жир сгорает. Излишки жира, накопившегося за зиму, они сгорают. Прямо чувствую, как сгорают, вытапливается этот жир весь. Надо похудеть, потому что излишки массы, они не нужны. Только хуже двигаться, тяжелее. Каждый килограмм он дает себя знать. Поэтому надо быть стройным, подтянутым. Люди куда-то идут. Тут, ну, сдаем жилье. Вот тут, пожалуйста. Прямо тут. И в таком домике можете снять жилище. Говорят, сами жильцы вот эти, мы местные, да, которые сдают это жилье на время сезона летнего, они в палатках живут. А людей селят в свои квартиры, сдают им, чтобы была возможность заработать за лето на зиму. Вот так вот. Такая жизнь местных. И причем летом тут не до отдыха. Тут надо впахивать, работать. Потому что лето кормит зиму. Понимаете, да? А работать в жару, извините меня, это не всем легко дается.
Они даже и не купаются совсем летом. Вот одна мысль. Заработать. Так, все. Тут остановка есть троллейбусная. Там вот. И вот тут напротив. Это, кстати, улица Сергея Ценского. И вот туда, если наверх подняться, там музей есть. Музей Ценского, прикольный такой. О, блин, вообще началось. Это капец какой-то. Почему не запретят вот этих тарахтелок, чтобы шум, чем больше определенные децибелы, все сразу штраф. Штраф, нельзя шуметь. Город. Тут миллион машин ездит. И если все будут вот так вот тарахтеть, что получается? Жизни никакой нет. Тут переход есть. Вот там тоже дома настроили. Тоже, видать, какие-то апартаменты, жилье. Ну, вы слушайте, так людей-то мало живет. Тут особо, кроме как летом, работы и нету. Сезонная, то есть. Поэтому жилья строят много. О, какие построили. Вот этих я не видел еще. Вот этих я не видел. Вот эти тоже недавно сделали. Они еще не доделаны, кстати. Какие-то наверху прямо. И вот здесь вот этот жилой квартал целый. Тут домов 8, что ли, вот таких вот высоких. Ну, их тут начали строить где-то лет, наверное, 6 назад, да? Может, я ошибаюсь. Вот такой построили. Вот это дерево. Тут ветка такая у него длинная была, и спилили, что ли. И их этих домов тут понаделали. Я говорю, 8 штук, что ли. 8 зданий. И, кстати, сдается жилье. Продается жилье. Можно тут пожить. Там территория такая облагороженная у них. Хорошая. Ну, как оригинально эти сделаны столбики с камушков. Сетка металлическая и камушки. Вот так вот. Ну, слышна болгарка. Так, ну что? Проедете, да, тут? Так, проезд. Офис продаж. Охрана. Вот тут какие домины. Кстати, можно вон туда пройти и там на море посмотреть. Крымская резиденция. Парковая резиденция. Жилые кварталы. Во. Как вам тут пейзажи? Этажи называется. Такая зона. И сейчас мы пройдем. Вот, смотрите, тут смотровая площадка какая есть. Отсюда хорошо видно, кстати. И как вам? Интересно, да? Лавочки. Во! Круто, да? Но вот эти дома еще строят, смотрю, да? Вот эти вот, да? Эти уже введены дома, да? А те еще делают. И пейзаж, да, конечно, тут вообще супер.
Тут внизу еще территория есть. Вон тут все делается, короче. Вот такие виды. Все застраивается. Доминово какое. Тут шарики такие вот прикольненькие. Тут, видать, подсветочка еще включает вот эти фонарики. И очень-очень так стильно получается. Можно выйти, посидеть. Нормально, да? Вот что люди тут живут и немало. То есть спросом пользуются. Но тут надо, не знаю, машины, потому что надо наверх. Если купаться летом, то надо будет наверх подниматься, ну вообще ездить в любое время. Надо время. Ой, машина. Потому что ногами тут особо и не находишься. Вот вся улица заставлена, поэтому здесь, смотрите, вроде бы на горе, а улица вся заставлена. Это, конечно, нечто. Смотрите, тут ходит двойка, троллейбус. Все в машинах с двух сторон. Кошмар. Вон двоечка идет. Ну, на чисто полушке ходит с профессорского уголка в центр. Тачки. Апарт. Отель КР. Крымская резиденция. Он уже кто-то продает. Видать, купили и уже продают с целью получить доход таким образом. Ну тут кроме Пульс фитнес-клуб, кроме продажи еще есть и аренда. То есть можно в принципе пожить, снять. В интернете есть все. Прованс, продуктовый магазин. Чтобы им удобно было не бегать в первые этажи. Видать, под магазины сделаны. Электромобиль, электрокар. Понятно, да? Где вы еще электрокар увидите? Вот. Пункт выдачи Вальберис, что ли, там я вижу. И вот тут еще делают, строят. На этапе строительства. Заливным методом, да? Делают, строят. Ну, вот такой вот проход защитный. Еще на голову ничего не свалилось. Да, машин тут вообще тьма. Не знаю. Ну, говорят, что в этом году в 2 раза больше, типа, турпоток в Крым. Так сказали, такую информацию вычитала сегодня. Из-за того, что там Анапа, сами понимаете, да? У нас в Анапе много людей отдыхало, а там проблемы начались, и, соответственно, людям-то куда-то надо ехать. Вот многие ломанулись в Крым. Ну и замечают, что здесь, конечно, чище море, чем в Анапе. В Анапе-то вообще болото какое-то, а не море. Вот строят. 20 этажей, короче, здание 20 этажей.
Они даже пронумерованы. Чтобы считать не надо было. Пусть охрана. Вот, видно, да? Строительство масштабное. Тут махины вот такие. Много их строят. Посмотрим, что тут у нас. А, вот она, схема. Корпус 8, корпус 7, корпус 6, корпус 5, корпус 4, парковка, корпус 9. Вот. Вот получается, что тут все делают. Там работа есть хотя бы. Так. А, это они будут ходить. А у меня все вода лилась. Ну, я удивляюсь. Вся дорога слева, справа машина. Такого не было буквально вот до того, как эти дома все не построили. А это хотя еще часть только построили. Часть, половину даже не сделали. А если все дома, все корпуса ведут, то сколько тут транспорта-то будет? Это вообще что-то не уму непостижимо. Тут целый район застройки. И все люди-то на машинах, соответственно, надо какую-то парковку, я не знаю, что там. Сюда ходить-то, знаете, пешочком. Если у вас есть деньги, наверное, вы не будете. Еще сложно. Вот оттуда от кольца идти как-то. Или же с набережной двигаться. Сложновато. Если вы не спортсмен, то вам будет это очень тяжело. А если вы тут жить будете, то вам надо будет каждый день это преодолевать препятствия, расстояние. Причем тоже, смотрите, не равнинка у нас, а горки. Горки. Что это связано? То есть вы спускаетесь легко, а поднимаетесь уже с усилиями. О, ладно, наши. А это уже не наши. Если так вот вы то на кайфе, то это пыли тут столько, это на душе прямо пыль сплошная. И тут всякие грузовики ездят и все. Уже обильно строительство идет. Сейчас в Крыму, поэтому много строительных машин, грузовиков ездит. Что-то перевозят. И, как известно, воздух не очень хороший. Вот к мосту подходим. Смотрите, где там дома настроены. Вот там вот. Вот он мост. Вот видно, кстати, этот утюг отсюда видно. Удастся мне увеличить, нет? Вот он. Вот. Видно? Там тоже стройка идет. Долго он стоял. Еще в советское время его начали строить. И вот только в этом году, что ли, в том, возобновили его строительство. Какие-то шишки тут растут. Такие пихтовое дерево. Люди фоткаются. Немножко помещаю. Вот с этой стороны интересно, тут такие вот, если посмотреть, вот такие дома. То есть это как бы какие-то гаражи, непонятно что. Друг на дружке они стоят. Видно, да? О.
тоже люди живут. Живут в хороших домах, живут в развалюхах. Смотрите, под нами дорога. Да, ну тут, конечно, да. К этому надо привыкать. К такой жизни горной. Хорошо, но проблемки есть определенные, да? Вон колесо обозрения, смотрите. Вот мы сейчас где находимся, да? А колесо обозрения у нас... Где оно? Я потерял. Где это колесо обозрения? А, вот. Вот. Где набережная Берма, вот оно. И смотрите, какое оно маленькое, да? Я на какой сейчас высоте нахожусь, и то. А оно просто где-то там внизу. Ну и какой смысл вот на том колесе обозрения кататься, если сейчас вот можно просто вот сюда вот подняться, да? И у вас тут будет панорама. Просто обалденная панорама отсюда. Вот эти дома видно, вот новые, строящиеся. Тут из хрущевочки вот такие вот есть. Вот уже тут, я думаю, жилье там не стоит приличные деньги. Даже в таком доме. Делают, все настраивают. Так. Смотрите. Сейчас уже закат, по идее. Должен быть. Тут не видно, как солнце закатывается. Просто темнеет. Вот эта дорога, видите, это не это. До Ялты это. Короче, делают новую дорогу, объездную, чтобы в Алушту не заезжать, через вот это кольцо не проезжать до Ялты. И дальше туда, по побережью. Новая дорога строится. Ну, тоже масштабный строительство, проект. Птички чирикают. Ну, тут новый асфальтик сделали. Приятно ходить. Вот машины спортивного класса премиум. Остановочка. Сейчас везде тут я смотрю на остановке расписание автобуса. Такие вращающиеся сделали. И везде вот это расписание по маршрутам разным. Мы уже испачкали. Наши товарищи везде могут напачкать. Такая особенность. Есть определенных лиц. Вроде бы красиво, а потом они приходят, когда никто не видит, и портят.
Такая особенность людей, менталитет. Так, что-то Илья глупо. Ну, смотрите, я стою, кому ты показываешь, тебя никто не смотрит. О, Илья, привет. Привет. Так. Вот так. Шпокин. Так, и как нам тут пройти? Три человека смотрят замечательно. Так, а как тут пройти? Где тут переход? Как-то так надо, да? Непонятно. Непонятно. Похоже, вот здесь надо переходить. Да, тут разметки нету, что переходить надо. Наверное, так. Потому что там вот есть разметка, переход. А там нету почему-то. Странно. Все очень странно. Вот и прошлись мы с вами. Нива еще старая стоит. Гуляли. Сейчас уже темнеет. Но отсюда тоже вид неплохой. Холмик и на холмике домик. То есть, чтобы в этом домике жить, надо на этот холмик подняться по такому вот крутому подъему. Специфика, так сказать, своеобразная. Поэтому после того, как вы жили где-то в городе, который плоский, вот эти вот горные города, они покажутся совершенно по-другому. Одно дело, как говорится, здесь отдыхать, а другое дело тут жить постоянно, работать. У нас же работать. Нифига это, транспорт вообще жутко. Тут дорога вниз, сюда. Тут такие ступенечки, разметки нету, как переходить.
тротуар, не тротуар. Вот гостиница Алушта, видел ее. Ну, приятно то, что все асфальтик обновили. Все чистенько. Лет 5 назад было тут немножко по-другому все, конечно. Сейчас цивилизовано уже. Ох. Ну, наконец-то мы прошли этот с вами путь. Это мы вот шли, причем, смотрите, сейчас солнца нету, пепла нету. Волна. Такси вот гостиница Алушта. Магазины. Так, ну я, наверное, дойду до этого пятачка, да, и все. Вот этого. Круговой. Наверное, и все. И до сюда дойти. Ну, ладно. Так. Знаете что, наверное... что мы будем делать-то? Сколько? 57, почти час по времени идет, да? Так. Ну и все, в общем-то. Ладно. Такой вот вам покажу тут. Вид, это круговая развязка. Вот здесь вот тут машины вот туда идут с Симферополя, вот по этой дороге. Тут, короче, круговая, они туда-сюда, вон туда несутся, на все 4 стороны. Короче. А, вон тот путь в Ялту идет, все понял, ага. А этот профессорский уголок. Все, смотрите, сейчас увеличиваю горы вам специально. Красоту. Видите, да? Димерджи гора. Вчера мы на нее катались. Ладненько, все, давайте. Чао. Всем приятно было постримить. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.